куплет. Я помню, как в детстве далек. Я помню, как в детстве далек. Я помню, как в детстве далек. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Знаешь, ты акцент немножко тормозишь. Ты тут посидел, там посидел, там посидел. Все равно должно быть как бы такая певучая речь, она должна бежать, течь как ручеек. Вот как речка течет, да, течение, оно не останавливается. Вот такое же у тебя примерно должно быть, да? Я помню, как в детстве далеко к нам дедушка в гости пришел. Это давно было? Чудесную лошадь, картонную лошадь ко мне под узцы он привел. Она игрушечная была? Ну, чудесную лошадь, такой классный. Еще раз. Чудесную. Нет, давай сначала. Я помню, как в детстве далеко 7 лет было тебе. ко мне дедушка в гости пришел. Чудесную лошадь, картонную лошадь ко мне под узцы он Вот она, привел. классная. Ну? За такую красивую лошадь Молодец. решил я послушнее быть. Не быть мы. Вот туда же тоже выстраиваем. Знаешь, у нас ноздри, они такие, знаешь, как трубы у органа. Слушал когда-нибудь орган? Вот мы тоже вот в Полоцке были, там в Санкт-Петербурге есть органные залы шикарные. И вот эти трубы, они гудят. И у нас там вот эти трубы органные в носу. Во-первых, они всегда должны быть чистые, да? Как бы я своих студентов, перед тем, как начать урок, мы сначала там трем, разогреваем, дышим одной ноздрёй, как по йоге, еще что-то, чтобы они были абсолютно пустые. И вот хорошо все заходило в резонаторы наши лобные, да? Потом мы через лобные подключаем грудные. И вот когда ты сейчас еще я говорю о том, что мы сами звукооператоры, звукорежиссеры. Поэтому мы внутри сами можем делать акустику. Мы поем без микрофонов, да? Он нас не украшает ничего, кроме как наше собственное тело. Поэтому от нас зависит, как мы пошлем резонатор, какой, в головной ли, в грудной ли. Даже, извини меня, как-то у меня был спектакль, когда я пела, у меня было ощущение, что у меня вот идет звук из ног. То есть наше тело, оно все поет, понимаешь, да? Поэтому вот Татьяна Геннадьевна и все, кто был до меня, и Вера Баранова, Вера Павловна, говорили, что надо хорошо очень, не вот так, ля-ля-ля-ля-ля, то есть на двух ногах. Когда, конечно, тебе режиссер спектакля, ты вырастешь и будешь работать в спектакле, я могу там уложить, наклонить, что-то ты делаешь, но у тебя в этот момент уже мышцы все твои знают, куда чего делать. Ведь когда ты заходишь, допустим, в комнату и зажигаешь, у тебя свет слева. Да? Мышечная память. Ты зашел в темноте, зашел, свет пошел. И вдруг кто-то взял к тебе, перестроил направо. Ты заходишь, у тебя привычка, и ты уже нажимаешь, о, да, у меня же свет поменяли, здесь выключатель. Поэтому вот эта мышечная память, она нарабатывается ежедневно занятиями. Даже если у тебя нет урока сегодня у педагога, ты, пожалуйста, сам вот потри, помычи, постучи, что-то сделай, да, какие-то вот, потому что я всегда сравниваю вокалистов со спортсменами. То есть если они не будут тренировать ежедневно свой инструмент, то он где-то в какой-то момент и может и не сработать, правильно? Вот я на себе просто, как сказать, такая травма у меня сейчас меня свалила, и я полгода лежала, мне нельзя было ходить, мне только лежать. И, естественно, какой там лежа, да, там что-то петь. Очень тяжело потом восстанавливаться, когда ты ничего полгода не делаешь. Дыхание сразу ослабевает, ты еле поешь, и ты выходишь, и очень начинаешь волноваться. И я к вам вышла сейчас на открытие, и у меня прям все... И я понимаю, что я, наверное, хуже, чем все участники, которые трясутся, потому что я председатель жюри, мне тоже надо хорошо спеть. И никто не спросит меня, лежала я там полгода или не лежала. Поэтому нужно тренировать, да? Есть очень много упражнений. Посмотри, пожалуйста, ты со мной дружишь? Нет в ВКонтакте? Подружись, пожалуйста, да? Я тебе пришлю, есть потрясающие у Кабалье занятия дыхательные, да? Когда там книжки тяжелые класть, чтобы, да, опирать и так далее. Как вот сейчас учила Татьяна Геннадьевна, что нагнулся, набрал. Да, вот давай попробуем, как у Татьяны Геннадьевны. Между прочим, это как бы тоже такая творческая лаборатория, где мы все учимся. И я учусь, я на всех, почти на всех уже смогла где-то что-то послушать, потому что очень интересно, уходить не хочется. Потому что мы все настолько индивидуально в чем-то занимаемся, но делаем общее дело. И какой-то секрет можно у кого-то
свистнуть. И так здорово, что вы приезжаете к нам, потому что где это еще мы узнаем и научимся. Ладно, все, не отвлекаюсь. Так, давай. Куплет. Я, не глуби. Ага. Я помню, как в детстве далеком к нам дедушка в гости пришел. Чудесную лошадь, картонную лошадь ко мне под узцы он привел. А теперь мы эту же фразу споем с радостью. Такой кайф, да, дедушка пришел, любимый. А ты чудесную лошадь хоро, татара-татира. Придай, пожалуйста, вот такую улыбку небольшую, да? Угу. Я помню, как в детстве далеко Посмотрю. к нам дедушка в гости пришел. Чудесную Нет, смотри, чудесную. Ты опять начинаешь каждую нотку стучать. Ты, получается, ходишь немножко вот так вот, чудесную лошадь. А ты должен красиво, не как я хромаю сейчас. Это красиво пройти, чтобы у тебя летящая походка была. Чудесную лошадь. Угу. Я помню, как в детстве далеком к нам дедушка в гости пришел. молодец. Чудесную лошадь, картонную лошадь ко мне под узцы он привел. Молодец. За такую красивую лошадь решил я послушнее быть. Молодец. Стараться всегда быть хорошим и сладости меньше любить. Ты скачи, моя лошадка, и прыгай вверх и вниз. Ты скачи, моя лошадка, на дыбы не становись. Мне жилось порой не сладко, но сегодня счастлив я. Да чудесная лошадка снова скачет у ручья. Ты скачи, Нет, ты скачи, моя. Как будто немножко, знаешь, вяло, что ли. Ты скачи, моя, а ты скачи, моя лошадка. Там не написано всякие маркаты над точками, да? Ты в музыкальной школе ведь учишься? Ну, знаешь, что такие, да? Есть марката, стакката, легата и так далее. Есть такие, да? Учат вас, вокалиста? Ну, давай. Ты скачи, моя лошадка. Ты скачи, моя лошадка, и копытцами стучи. Дальняя лошадка за Извини, что ты здесь сейчас поешь? Дали чего? Дальняя. Вдали, дальние. Ты немножко, может быть, лошадку, наверное, изображаете, да? Дали, да? Ага, сори, тогда да, ничего, туда не мешаюсь. И Вдали дальняя лошадка за мечтой моей скачи. Посмотрите, почему я к нему еще пристала? Потому что у меня написано, такой мальчик, такой голос, и ничего не выражает, стоит. Да? Вот ты сейчас заулыбался. Я увидела, что ты так рад был этой лошадке. Понимаешь, вот эта девочка из Нижнего, вот она сидит, да? Вот она, девочка-то замечательная. Вот она меньше тебя. Тебе 11? Тебе 12, да? Вот. Ну, посмотри, вот надо у кого-то что-то научиться. Она каждое слово, мой лизочек, так уж мал, понимаешь? Вот она этого лизочка уже полюбила. А ты лошадку свою не полюбил, которую тебе подарил дедушка. Да? Обязательно нужно как бы донести до нас не жестами, что там не скачи там лошадка, не еще что-нибудь показать, не дедушку, а чтобы это в голосе прочиталось. Хорошо? У тебя голос очень хороший, чистая интонация. Ты такой, я помню тебя, ты был чуть-чуть меньше, я, по-моему, приезжала к вам на мастер-класс или что-то такое, да? По крайней мере, спрашивают меня все, что это за Ликанов, тоже твой? Ну, как бы, да, я говорю, даже не брат, даже не это самое. Да, однофамильцы. Я написала тебе, знаешь, что в буклете, да, что я хочу, чтобы ты прославил свое село Обьячево так же, как это сделал Владимир Борисович Фанеев. Понимаешь? Вам такая задача дана. То есть сейчас будет прославлять Антон Ликанов, потом Роман, да, Роман Ликанов и так далее и тому подобное. Помните, такой певец есть Николай Путилин, бриллиантовый баритон там. Он вообще из села Айкино, тоже где-то здесь вот у нас неподалеку, около Микуни, да, и так далее. Поэтому твоя задача, ну, у тебя, я уверена, у тебя очень хорошее будущее. Ты соображаешь, и ты сразу хватаешь. Вот я тебе подсказала что-то. Наблюдайте за рукой.
Вот как бы это все зажим отвлекает. Пусть он походит. Вот смотри. Ты скачи, моя лошадка, ля-ля-ля-ля-ля. И вот прямо погуляй, погуляй, погуляй. Чтобы тебе это вот, можешь вот так вот попеть в классе. Не на сцене, конечно, да. Ой, ля-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 ля. Балуйся. Я своих заставляю вот так вот петь. Чтобы у них тут ничего не зажималось, да, студентов? Ты меня понял? Я тебя больше не буду держать, потому что вечер, все устали, все еще хотят кто-то. Руку пожму. Молодец. Давай, с Богом. Давай, счастливо. Беги. Кто еще? Просто хочется многих охватить. Не по 40 минут заниматься, извините, да? Тем более вы тут местные, приезжайте. У меня 509 класс. На 5-й этаж заходите, я позанимаюсь со всеми. Так, ты у нас откуда приехал? Не из Санкт-Петербурга. Из Санкт-Петербурга, здорово. Да. Да. Что ты нас поешь? Вот «Рокко мило Дилетто» Антонио Вивальди. Давай только часть какую-то. Она, да, очень Вивальди длинная, да? Предлагаю сразу реприз. Ага. Давай. Так, как мне, скажи, тебя зовут еще разок, я про тебя посмотрю сейчас. Никита Каминский. Как? Никита Каминский. Каменский, ага, сейчас. Можно сразу останавливать, извините, чтобы времени не тратить. Смотри. Тут ты только что занимался с Татьяной Геннадьевной. Я слушала, смотрела. Она что говорила? Выстраиваем все ноты туда. Неважно. А, О. Вот там все, да? Вот эти трубы органные. Ведро? Еще раз, очень красиво поешь, кроме «и». Вот все меня устроило. Ля-ма-ми, ми. Тоже уже говорили. Ну, дайте ему ноту. Ты хорошо все делала, только смотри, не бросай. Тара, не заканчивай. Ты ее как бы запираешь, эту нотку, и дальше продолжаешь. Как речка вот течет, да? Даже можно рот не закрывать. Я не знаю, какие там ноты, да? Можно вот этот распев ему? Не закрывайся. А смотри, немножко дышишь плечами. Педагог где у нас? Есть, да? Есть, да? А, вот здесь, да? Смотрите, он немножко и плечи поднимает. Постарайся, да, вот ты вот Татьяна Геннадьевна сейчас пел, она тебя учила, да? Ты тут набирал. Вот сюда. Вот сюда немножко набираешь. И смотри, ты сейчас пел кор, там кор было слово? Кор. А я слышала кар почему-то. Кар. Сделай такие берега. О, она более вытянутая, чем А, да? А объемная, как яблоко, а может быть, О чуть-чуть больше, как яйцо, скажем, да, такое. Угу. Можно эту распевочку еще раз? Смотри.
Когда мы идем вниз, мы сохраняем головной резонатор. Да, Viento. до. Там же не меняй ничего. Viento. Ты говоришь до. Положи эту ноту сверху предыдущей. Сверху. Viento. Да. Подожди. Подстели под нее. Каждая нотка должна поддержана. Как бы, знаешь, вот на лыжах, если едешь, вот лыжня есть, в лыжню ты немножко куда-то выехал там из нее, да? То вот ты сделал головное сохраняй. Как будто они у тебя все на одном уровне. Нанизывай, как на ниточку нанизывай. Да, можно еще раз отсюда вот. Да. Сюда дышим. Сюда дышим. Так хорошо спел. Или вздох. Или дальше идет речка у нас. Дянем. Ну, во-первых, я хочу сказать, что ты большой молодец, потому что очень сложная ария. И я, вот мы все члены жюри удивлялись, что такой еще юный совсем вокалист выучил такую сложную арию и так музыкально, чувствуя, понимаешь, не просто голые ноты у тебя. И это очень подкупает. И я понимаю, что ты уже как бы музыкант, ну, с большой буквы, так скажем, да. То есть не каждый может старинную музыку вот так спеть. И я вижу, что ты понимаешь, да. Очень музыкальный, да. И вот, во-первых, хочу пожелать большого успеха, да, и восхититься вашими детьми, которые и играют, и поют, и они, видно, что они очень образованные, понимаете. Мне кажется, не надо тебе больше перепевать. Ты молодец, да. Вот ты вспоминаешь, что тебе говорила Татьяна Геннадьевна, что дышать нужно, да, ниже чуть-чуть, не дыши плечами. И соединяй, знаешь, вот как будто оно совсем вот... Послушай хороших певцов, там, именно вот барочной музыки какой-то, да? Я скажу, как его зовут? Жику Барлинский. Да, Жику Барлинский. Угу. Вот еще Лежнему можно послушать, да, которые именно специалисты в этой области. На каждый, допустим, ведь не каждый может петь барочную музыку. Не каждый певец, да? Ну, я вот чувствую, что тебе нравится, и всегда занимайся тем, что нравится. Как я говорю, я не люблю, как бы, вот, в любой профессии, когда люди занимаются тем, чем они не любят. Кто, не помню, Кант или кто-то сказал, что если ты выберешь своей, значит, профессии свое хобби, да, которое, то тебе не придется работать ни одного дня в твоей жизни. То есть это будет в удовольствие. Мне хочется вот вам всем пожелать, чтобы вы работали в удовольствие обязательно. Ты большой молодец, правда, я прям вот хочу похлопать тебе. Угу. Так, что ты нам споешь? Скажи, пожалуйста. Народную песню. Давай, давай. Майский вечер на деревне, долгий месяц сегодня заберет. На лужке у липы древней собирается народ. Можно остановлю? Извини. Вот вставай сюда к стеночке. Ты знаешь, ты на каждую начало фразы ля-ля-ля-ля-ля-ля, да? Это тоже зажим такой. Вот встань, ручки преклони, это пяточки прямо под стенку. И давай мне споем еще разочек. Угу. Не кланяйся теперь. Давайте еще раз. Майский вечер на деревне,
тем ниже опираем. Пропусти дыхание, хорошо. Маски еще раз. Майский вечер на деревне, тонкий месяц тихо заплывет. Да-да-да-да, вздох. До конца держим. Знаешь, как будто живот у тебя немножко должен прилипнуть к спинке. Да-да-да-да-да. Еще разок можно? Немножко вот так вот пошевелись. Пошевелись, не можно. Не зажимайся совсем. Давай. И вместе стоим. Майский вечер на деревне, тонкий Опоры. месяц тихо на луж. А что ты опять головой вот так вот делаешь? Ну-ка, постарайся ее не отрывать. Вот так будешь кивать. Это зажим. Давай. Майский. Майский вечер на деревне, тонкий месяц тихо на лужке у липы древней собирается народ. И вот лучше ты пел. В смысле, вот сейчас начинаешь петь, когда ты так, у тебя не дергается звук. А так ты начинаешь та-та-та-та-та-та. Да? Последи за собой. Запиши себя на видео больше где-то на репетиции. Даже посмотри очень внимательно все видео, которые ты делал. У тебя было много вот этого. Понимаешь? Много тела. И ты такой талантливый. Ты когда сыграл сегодня вообще здесь, ну вот, сирень, мы просто все выпали. Потому что, знаете, как бы мы ездили в Краснодар, и там, ну, как бы Анатолий Юрьевич проводил мастер-класс тоже, и женщина вышла там из Краснодара и пела как раз этот романс, и пианистка играла так, знаете, вот пум, вот все время как бы на бас опиралась, и также солистка вот так же пела, такими же слогами. И потом, когда Анатолий Юрьевич сел и показал, что это поутру, на заре, поросистое, вообще такое спокойное все, еще вообще ничего, даже никто еще не кукарекали, даже петухи, да? И вот солистка запела абсолютно по-другому, понимаете, да? Вот, поэтому ты должен думать о том, что ты поешь. Майский, весна. Да? Майский вечер у тебя? Вечер, уже не утро. Давай еще продумаем, да? Давайте еще разок. Угу. Давай идем туда, пошли, потом тебя представили. Все, уже не дрыгаемся, да? Расскажи всем. Да, давайте. Майский вечер на деревне, тонкий месяц тихо заплывет. Мария, тихо! Тихо, что он там делает? Небеса плывет. Тихо. А у тебя тихо. Майский, где он вечер-то вообще? Ну там в небесах. Кто там? Месяц, да? Да. Тихо, ты тихо. Куда-то немножко его посадил вниз. Еще разок. И... Майский вечер на деревне, тонкий месяц тихо заплывет. На лужке у липы древней собирается народ. Громче, больно громче. Молодец. Громче наших песен звук. Эти весел с неба месяц на танцоров дружный круг. Молодец, ты прекрасно поешь, ты прекрасно артикулируешь. А теперь мне еще характер немножко, да, дай. Дружно, все весело, улыбка должна быть, да? А ты такой ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Очень серьезно поешь немножко. А ты такой красивый. Я вижу, у тебя улыбка красивая, да, ямочки у тебя есть, да? Давай. И вот это вот, которая серединочку, где про народ уже. Громче, только громче. Здесь можешь. Песен звук. Эти весел с неба месяц Молодец. на танцоров дружный круг. Вот. Лучше всех Маринка пляшет, песни лучше всех. Не, смотри, уже опять. Вот ты так хорошо начал, и у тебя глаза жили, и вдруг опять лучше всех Маринка пляшет. Где-то ты куда-то в себя смотришь. Ты думаешь, как ты что-то там ноты строишь? Пропал взгляд твой. Вот сидит вот девочка. Как тебя зовут, девочка? Тебя. Ксюша. Вот Ксюша. Расскажи ей про Маринку. Маринка там, да? Лучше всех Маринка пляшет. Знаешь, да? А ты плясала? Расскажи ей, пожалуйста. Ну? Лучше всех Маринка Не, смотри. пляшет. Лучше всех Маринка. А что так-то? Лучше всех Маринка пляшет, да? Попробуй, поищи. Ну. Лучше всех Маринка пляшет, песни лучше всех. Я извини, пожалуйста. А он на тебя смотрит? Нет. Так я тебя попросила, Ксюша, спеть. А ты кому поешь? Кому там поет, не знаю. Ксюша.
Ксюше прям, давай подойдем к Ксюше, пошли. Давай, давай. Лучше всех Маринка пляшет. А ей? Ну, давай, давай. Лучше всех Маринка пляшет, песни лучше всех. А что ты ей спел и отвернулся куда-то? До конца фразы. Давай, давай. Лучше всех Маринка пляшет, песни лучше всех поет. На любой вечер нашей к ней стремится весь народ. Ай, какой зажатый. Ну-ка, ну-ка. Молодец. Точно взгляд очей быстро. Я хочу плясать с Маринкой, не расстаться до утра. Молодец. Понял, что я тебя вот требую? Должно быть адресно. Пляши, плутовка, пусть отлет свет. Нет, смотри, ты опять. Эй, пляши, пляши, плутовка. Опять пошло у тебя. Убирай это. Хорошо? Ты на каждую, получается, опираешься. Тебе будет это мешать потом. Угу. Эй, пляши. Нет, это что опять такое было? Спрятал руки сзади. Ну, давай. Эй, пляши, пляши, плутовка, пусть отлет цветных усых рыбьих глазах. Я куплю тебе Да. обновку, сапожонки на шнурках, Добрый. чтобы ты их надевала, уходила со двора и со мною танцевала с вечера и до утра. Молодец. Слушай, я слышу, ты... Молодчинка. Она тебе поверила. Правда, очень талантливый, молодец. Я желаю тебе завтра сорвать все вообще аплодисменты в зала, да? Вот, спасибо. Молодец. Расти, приезжай к нам на 40-летие. И так далее. Мы уж тебя пригласим как обладателя там гран-при и вообще солиста какого-нибудь там театра, да? Мариинского. Не меньше, да. Замечательные дети у вас, правда. И младшая группа очень порадовала. Вот честно, да? Угу. Давайте, кто дальше? Кто? Кто? Большие есть кто-то? Ну иди давай. Что у тебя? Какая-нибудь народная песня? Есть? Нет? Народная песня, но сеть. Пошла Влада за Никого нет, кто чуть-чуть владеет, хоть чуть-чуть подыграть. Покажите вот сидит. Ну покажи что-нибудь, покажи, что попроще, что попроще. А? Нарция Коля Прокофьева. Ну Прокофью, наверное, посложнее. Давай, наверное, какую-нибудь народную, да? Все-таки. Пошла Млада за водой. Можно посмотреть там? Да, подай нотки, посмотри. Тогда что бы ты хотела, чтобы надо, чтобы кто-то сыграл? Дело же не в том, что мы поем, а как мы споем. Не играли? Мне вот это буквально. Ну да, там не надо играть целиком, мы просто поработаем. Давай, вставай. Вступление. Без вступления тогда, да? Да, коротко. Осторожно, не падаем. Давай. Я просто помню, как ты приезжала тогда в Москву. Я это же произведение брала. Дело не в этом, что ты брала, но я просто сейчас очень рада была отметить, насколько сильно ты выросла, понимаешь? Так что респект педагогу передай, пожалуйста, да? В этом году заканчиваешь уже? Да. Да, вот поступать куда-то. Вот ко всем членам жюри, может, кто возьмет тебя уже. Потому что очень-очень богатый голос, прекрасный материал, тембр такой вообще. Но второй тур был слабее, чем первый. Да, ну, как бы... Я не знаю, что... Ладно, вот давай сейчас покажи, что там у тебя. Ну. Да, ничего там, хоть что-то. Можно сразу останавливать. Бело, бело, бело. Сюда посадила. Ага. Я пойду по полю Е, она как бы Вот кто смотрел, посмотрите, пожалуйста. Мастер-классы есть Марио Диас, такой потрясающий певец из Австрии. Вот. Он говорит, еще Е и они как ракушка открываются. Не как А и О, а вот такие не Е, не как бы есть зевки вертикальные, горизонтальные, да, вот Е, она между где-то, по белому, бело, бело, никуда не вываливаем, да, давай, я пойду.
сейчас остановлю. Давайте начнем еще раз. И все время как бы представляешь, что тебя что-то вот так вот немножко подтягивает за волосы вверх. Немножко женихо. Да, ощущение должно быть такого большого какого-то воздушного столба, да, в который ты все ноты накалываешь как бы немножечко. Когда ты вот так вот их делаешь, да, а получается интонационно немножко как будто фальшиво. То есть не хватает чуть-чуть купола, как бы, да, такого. Вот представь, что ты поешь в храме, в церкви, да, вот, позевала хорошо, как раз настроила. Ого. Можно еще разочек, да? И Е опять забыла. Е, не сюда не сажаем. Угу, давай сначала. По полю белому, не бело, видишь, бело, все в одно местечко, белому, бело, ты говоришь, бело, да, еще разок, запомнила? Еще разок, и такое же ощущение. Они требуют гораздо больше вытяжки такой, да? Полечу. Не по. Ага, ты была на мастер-классе Веры Барановой, Веры Павловны? Да. А что, не прослушала, да, что так не поет? Она тут маленьким девочкам объяснила. По. Ага. Поищу я славных соколов. Женихов, да, женихов. Можно я дать ей нотку? Женихов. Мне все равно мало мне. Кто лежит меча? Почему меча? Не заваливай туда. Вот у нас резонаторы. Клювик такой. Меча, ча. Но кто? Кто лежит мечами пораблен? Немножко. Вот. Смотри, ты настолько себя обкрадываешь, у тебя грудные, головные, вот эти, лобные, а ты у Татьяны Геннадьевны сидела на мастер-классе. Что она говорила мальчику? Что он там пел? У. Она говорит, перестраивай, как будто это О. Обозначила У. Вообще все наши И, Е обозначаем только сначала, а потом вот в этот столбик выстраиваем ровный. Они как будто должны быть, как это говорят, пестрый голос. Когда И, А, О, там разные, да, они должны быть, существует эти много упражнений, которые вырабатывают их на одной на одной ноте, допустим, И, А, О, У, или А, И, О, У, не А, да, А, И, О, У. Сама позанимайся, педагогу скажи, потяните меня все на одной гласной. Послушайте, у меня ВКонтакте, посмотрите, задружитесь. Есть уроки потрясающие, я считаю, педагога, именно которая работала с женщинами. Мария Эдуардовна Донец-Тессейр, киевская, в Киеве. Она выпустила огромное количество прекрасных сопрано. Одна из них, Евгения Мирошниченко, которая там и 4-й октавы пела, и где только не пела, да, ты, конечно, у тебя голос такой низкий, красивый, и ты себя обкрадываешь, потому что мне хочется, чтобы ты сейчас добавила и дала, а ты такая ля-ля-ля. Но я понимаю, что... Сколько сейчас лет?
18 Ну, исполнилось. 18 исполнилось. Ты только еще в эту группу попала, в старшую, да? Такая еще, там еще где-то находишься. Но хочу сказать, что молодец, потому что очень голос красивый. И не прячь его, не жадничай. То есть его надо посылать, вот как будто далеко-далеко. Приди в лес. Ну, не сейчас, не зимой, конечно. Пари там, попой. Как мой педагог говорил, пение – это высокоорганизованный крик. Как бы... А ты такая, где ты его слышал? Тут, не держи вот здесь вот, да? Очень много вот здесь вот держишь немножко. Угу. Кто лежит мечом? Нет, кто лежит меча, Да, есть, знаешь, это вот как скрипачи, которые играют в первом классе. Тым-пым-пым, и эти ноты такие, слушать бедно не знают эти, как скрипачей, да. А потом эти скрипачи доводят нотку. Ты должна меча, дать ей вибрато. А немножко такие прямые иногда встречаются нотки. Ты не даешь им как бы поплыть дорогу. Они у тебя стоят. Ча-ча. Ага, кто лежит? Кто лежит? Кто лежит? Вот у тебя, вот. Лежит мечами порубленный. А мы говорим, порубленный. Знаешь, когда что-то не получается, попой на, просто на чтобы тебе не мешали эти глаза. Только немножко не роняй. Голос же красивый какой, да, тембр вообще. Не каждому еще Господь Бог даст такой тембр-то красивый. Ну давай еще что-нибудь подальше спой, подальше, дальше. Я послушаю, не буду тебе мешать. Лежит стрелою. Не пару. У нас во лбу есть трактат о пении. А где О? А О где У? Ну не в глотке, а во лбу. Пару. Это, не знаю, кто там его сочинил, ходят разные версии, как говорится, да? Кто-то говорит в Нижнем Новгороде, там, у Крестинского, кто-то говорит, вообще монахи какие-то написали эти стихи, да? Но там все настолько... Вот у меня в классе висит этот трактат, и я всем своим так вот, чтобы они не забывали, да? Это должно как отче наш. Вот ты встала перед пением, прочла этот трактат и вперед. Ага. Да. Нет, уже пестрота. Кто лежит Мечами. Не, меча. Кто лежит Мечами порубленный. Молодец. Кто лежит стрелою порубленный. Мария, мне не хватает пора. Прямо вот тут. Есть разница? А еще смотри, Нет, пой целиком, пожалуйста, мне слово. Немножко поднимаешь. Не поднимай сюда. Заваливай. Да. Не-а. А мы что говорили про Е? Землю честную, Нет, Просто помним о том, что Е не выпадает. И не выпадает, что они все в такой высокой позиции, как АО, да? На.
Кто погиб за Русь смертью доброй? Ушла. Вот как ты разговариваешь, добрая, а не добрая. Добрая. Мгм. Кто? Кто погиб? Кто Погиб за Русь смертью добрую? поцелую дорожи мертвых. Нет. Слышите, да? А переведи дых. Что? Переводить интервалы дыхания. Ну, давай. Что? Стой. Туда же. Нет, ты не доводишь сюда. Что? О, можно даже присесть. Да. Нет. Как куда Е мы делаем? Не возьму в мужья красивого, красота. Смотри, красота. Нет, красота туда же. Красота земная, Не заваливай. Вот народу. пойду. Нет, смотри, пойду. Я за храброго. Нет, накалывать. Нет, ты делаешь, а нужно, Нет, отзови. Немножко пластишь. Она такая, понимаешь, ты не занималась никогда народным пением? Нет, да? Немножко как вот и отзови. И как немножко в ю перестраивай даже. И дай ей как скрипочку. Вот, как Татьяна Геннадьевич показывала, вот такое должно быть, как бы, да, там что-то елозится. Ну хорошо, молодец. Спасибо вам большое, спасибо. Давай поступай. Я рекомендую вообще больше записывать на видео, на аудио. Честно говоря, настолько было сложно, когда вот это была пандемия, мы слушали по видео, лезут все недостатки. И самое страшное, что большие голоса вообще плохо записываются. Понимаете, да? Не ложатся на запись. И поэтому слушай себя, свои недостатки можно... Ты же себя со стороны не слышишь? Да. Я Вот. сейчас в последнее время начала слушать. Вот. Да. Педагогу вот. сейчас я одна приехала совершенно. Ну. Педагогу записываю, потом прислушиваю, думаю, что я делаю? Я сама себя слушаю, думаю, боже, что я делаю? Как бы мы все живые люди, мы себя по-другому абсолютно слышим, и каждому нужно ухо какое-то со стороны. И я хочу передать респект именно твоему педагогу, потому что я слышала, что было 2 года назад, и сейчас это просто земля и небо, просто молодец. Да, Молодец. прекрасно. Давай, Спасибо. удачи тебе. Кто еще? Так, Злата, ну-ка, иди сюда. Чего нет-то? Давай, никто не идет. Чего нет? А ты больный день? А, заболела. Понятно. Какие вопросы, расскажите? Спрашивайте. Я просто сказала, что я ее не возьму, ей надо завтра просто блистать. Она уже тут напелась так со всеми вместе. У тебя все хорошо. Прямо вот отлично. Мы тебе, честно скажу, признаюсь, мы тебе почти уж чуть ли не гран-при дали. Так, честно.
просто как бы, да, чуть-чуть ты нас с этими своими глинкой подкачала. А так бы, глядишь бы, была бы как Витя Скоробродов, да, сейчас уже в Большом театре потом пела бы, тебя пригласили бы в Большой театр. Все еще впереди. Ну, да, все впереди, поэтому как бы ты приезжай к нам, обязательно, я уверена, что ты обязательно завоюешь гран-при на нашем конкурсе или на другом, потому что у тебя есть то, чего нет у очень многих других. Ты выражаешь все эмоционально, глазами, руками, вот телом, вот все, понимаете? Когда человек выходит и берет вот зал, и такое ощущение, что ты поешь каждому в отдельности. Это дорогого стоит, это вот, мне кажется, что этому даже не особо и научишь, правда? По крайней мере, знаете, у меня как бы учился мой сын 4 года здесь, в колледже, Алексей, который Юрковский, вот, и я все думала, брать, не брать, как бы, ну, своего ребенка сложно вести, да, но мы настолько как-то вот понимали друг друга, что я не говорила, он сразу схватывал прямо, и были такие вещи, когда я понимала, что мои объяснения ему не нужны, то есть он как-то сам это интуитивно уже, ну, наверное, потому что я пела с ним до 6 месяцев беременности, скорее всего. Я в 6 месяцев еще выходила на сцену в концерте. И там, вот, и есть вещи, которым действительно не научишь, это как бы по наитию, это не знают, как это. Ему не надо было говорить, какая фразировка, что главное, не главное. Или как сказала сейчас Вера Павловна, что занимаешься с Катей, Катя все пришла на другой день, уже что-то новенькое, уже набирают. А есть такие вот студенты, которые вроде как и материал у них шикарный, и пошикарнее, чем у кого-то другого. А они вот пришли на следующий день и опять все по новой. Понимаете? И вот главное не то, что ты можешь дать еще, главное, чтобы они могли это взять. И чтобы волнение, конечно, не мешало. Потому что вот сегодня я походила по мастер-классам, боже, как раскрываются, как абсолютно... И я понимаю, что вы делаете из них, они выходят на сцену и половину не выносят того, что мы, да? Вот, как мне сегодня сказали, перчатки я делаю. Да я если бы увидела, я бы ее там... Я тоже не видела за этой самой, за своей работой, не видела, что человек одел. Есть еще как бы, ну, такие пожелания всем и педагогам, но сейчас, по-моему, такого не было. На сцену нельзя выходить в босоножках. Да, очень многие раз с какими-то ногтями красными выходят, девочки там. И как бы сцена требует как-то уважения к себе и такого вот. И я понимаю, что маленькие девочки выходят сейчас в том, в чем им удобно, там такие, знаете, есть такие на таких больших платформах, но все-таки как бы учите их элегантности, да. И у нас завтра приезжают, по-моему, даже сегодня прилетают они из Санкт-Петербурга. Вы читали, наверное, учрежден приз Оксаны Волковой, у нее какой-то салон. И вот она дает, как сказать, премию тем участникам, которые были самыми элегантными. И хорошая такая премия, по-моему, то ли 10, то ли сколько-то там, 20 тысяч рублей, что поможет, допустим, вашим ученикам красивое платье купить или красивую обувь, понимаете? Потому что все должно быть красиво на сцене, особенности, да. Ну, не у всех есть возможность, да, это сделать. Поэтому вот такие вот мы привлекаем таких людей, которые помогают. Как говорил мой один знакомый, не он, конечно, это придумал, но какая-то такая цитата, что бездарность пробьется сама, а талантам надо помогать. И вот мы как раз все с вами созданы здесь, чтобы им помогать. И я так рада, что именно в Сыктывкаре проходит этот конкурс, потому что тех, кто живет поближе к Москве или к Питеру, у них есть возможность слушать, ходить в театр, слушать хороших певцов, ходить на мастер-классы, участвовать в различных там Московской или области конкурсах. У нас, к сожалению, и у нас, и вот в Красноярске в том же, да, почему они нас опять туда зовут? Мы там уже были дважды, и они опять говорят, приезжайте, потому что до вас доехать из Красноярска очень сложно. А нам сложно, потому что вот все члены жюри сюда приехали, чтобы помочь, рассказать, потому что мы варимся в своей как бы кухне, и не бывает, много чего-то не знаем, привыкаем уже, кажется, нам здорово. Потом приезжает кто-то из других городов, и оказывается, это не здорово, а просто хорошо, а хочется, чтобы было здорово. И подсказать какую-то вот деталь. Вот я сейчас просто, не знаю, кто был у Веры Павловны, да, пел мальчик у нас из колледжа. Жидов, да, Жидов, кажется, да, фамилия. Просто хороший материал у парня, замечательный. Ну вот я тот, которому внимала речен тебе Газло, которые... И вот сейчас я зашла в классе занимается Святкин, с ним же.
я его не узнала. И вот для этого, понимаете, вот такие чудеса должны происходить. Вот я очень жалею, что в мое время не было вот таких мастер-классов. И я, когда поступила в консерваторию, уехала отсюда из Сыктывкара от своего педагога, меня чуть не испортили, понимаете, в консерватории. Потому что, ну, попала к педагогу, который никогда не занималась вокалом. Она была в Советской филармонии и сама хорошо пела, но учить никогда не учила. И на мне вот она ставила эксперименты, и я ко второму курсу, я понимаю, что я начинаю фальшивить. Я слышу, что я начинаю фальшивить, что у меня пропал верх. Я дышать уже так не могу. И я плакала, весь второй курс проплакала, и с третьего курса я сбежала обратно сюда, к Сергею Павловичу, к своему Маркову, потому что меня взяли стажером в театр, и я уж только приезжала, сессию сдавала. Поэтому так важно найти своего педагога, который тебя разовьет, не помешает. Вот это самое важное, да. И мы еще бывает, я говорю, может быть, я не скажу тебе, как надо, но я тебе не дам петь так не надо, да. Все-таки мы слышим, и это очень-очень важно найти своего педагога. Поэтому я вам всем желаю найти. И мы так рады, когда приезжают дети из группы в группу, и слышно, как они растут, и мы это сразу оцениваем. Мы же помним всех вас. Вот ты приедешь года через 2, мы скажем, ничего себе, как Ксюша выросла, вау, как она уже новый репертуар запела, да? Поэтому какие вопросы у вас есть ко мне? Скажите, вот Светлана Афонина приехала, она просто не смогла, да? Политическая ситуация. Она с нами, она всех слушает. Она вчера нам звонила. Она прослушала всех. Она говорит, боже мой, как мне хочется быть с вами. Просто у нас и Симон очень хотел приехать, который из Италии, из Флоренции. Он записал и обращение к студентам. К сожалению, сейчас такая политическая ситуация, что недружественные страны их как бы не очень и рекомендуют. У нас недавно была ситуация, когда приехала гитаристка из Швеции. Наша. Сыктывкарская. Просто замуж вышла в Швецию. И не разрешили давать концерты и гитаристки по филармонии. Ну вот такие перегибы, хотя я всегда говорю о том, что искусство, оно интернациональное, оно не должно зависеть ни от какой политики, и оно только сплачивает и сближает. А вот то, что сейчас творится, к сожалению. Светлана с нами, она учредила приз. Не подсуживала, надеюсь. Просто она вчера позвонила и сказала, что ей очень понравился вот Антон Ликанов. И говорит, даже не то, как он пел первым или во втором, и даже не ваши два брата, которые вы там обсуждаете. Она говорит, мне понравился Рахманинов. Вот я хочу ему как бы свой приз дать за Рахманинова. Мне было, конечно, очень приятно. Хотя, наверное, многие скажут, что, конечно, Светлана по доброте души. Я своим сразу сказала, ребята, вы можете вообще ничего не занять, и даже если вы займете, настройтесь на то, что все будут говорить, что вы заняли, потому что у вас председатель жюри. Это, знаете, как не для детских ушей. Вот так вот сделай, вот так вот сделай. Почему, говорит, у нее все хорошо, у меня? Потому что она спит своим продюсером. В смысле, у меня муж продюсер, да, я добивалась еще и без мужа всяких успехов, да. В этом плане всегда будут довольны и недовольны. Да? И я так уверена, что если вот эта женщина, которая сегодня говорила эти не очень хорошие слова, она просто, если бы она получила что-то, она бы сказала, что у нас великолепный конкурс, понимаете? Все-таки надо быть немножечко объективнее. Объективнее, потому что мы можем, я обязательно соберусь со своими студентами, они выступили не так, как бы мне хотелось. Очень много потеряли, да? Мы обязательно соберемся, мы будем слушать, потому что на записи все сразу видно. Кто-то растерялся, и вот сейчас... Поэтому обязательно надо слушать и все прокручивать и прорабатывать. Обязательно. Да, Анатолий Юрьевич? Вот. Пока он здесь с нами, Анатолий Юрьевич, это просто счастье. Концертмейстер, который сегодня с 9 утра тут просто в восторге. И говорят, что приехал гений. Вот такие гении к нам приезжают в Сыктывкар и учат. А мне с этим гением повезло учиться в одной консерватории в Петрозаводске. Вот. И задавайте вопросы, я могу и долго говорить. Вы устали все, завтра готовиться, я понимаю. Если что, мы можем расстаться сегодня. Или что-то где. Кого? Да, конечно. Единственное, что если я что-то уже где-то потеряла, я уже столько всем все раз показала, не обижайтесь. Как бы я зачитаю, конечно, сейчас. Это кто у нас? Младшая? Подходите, да, все, буду рассказывать. Младшая. Всем спасибо вам.
Спасибо большое, спасибо. Так, кто интересует? Очки. Анна-Мария замечательная. А что не так-то? Какие замечания, может, там... Музыкальная чистая интонация. Вот такая девочка. Первый тур. Нестерова. Музыкальная чистая интонация. Есть Кантилена, артистка. 9,5 баллов. Что вам еще сказать? Все, идите отдыхайте. Настраивайтесь на завтра. Кого? Дралин. По слогам. Нет Кантилены. Голос звонкий, чистого тембра. Хочется больше эмоций. Отрешенно поет, чистая интонация. Ну, я это говорила еще и, наверное, Надежда Любовь. Хорошо подобранный репертуар. Молодец. Хорошо, Да? спасибо. Ну, так. А еще Волокитин второй, который... Еще молодец, только добавить эмоции. Молодец. Да? Волокитин. Чистая интонация, хорошая дикция. Хотелось бы больше своего отношения к произведению. Такой серьезный нюансировок больше добавить. Сейчас. Чистая интонация, хорошая дикция, как бы. Ну, я вообще не запоминаю, кто где чей, честно вам скажу. Никогда не смотрю, поэтому как бы... Ну, так, таких Одно и то же написала. Нет. Все хорошо. Извиняюсь. Ну, как бы, да. Ну, что вы хотите еще от меня? Я вам не вру. Алексеева первая. Алексеева. Подождите. Алексеева, Сергей Птичка. Голос звонкий, больше дачу. Работает на финансовом разрабатывает в чем? И ведь он вот не мог да. Делитесь нотой. Сергей шикарно пишет. Она вторая, мы ее переложили на... Но также, знаете, как есть колыбельная? То же самое. Шикарно. Да. А это же это из этой же, это Лермонтова там три песни Кимова, да. Если вы не пожадничаете и хотите ноты какие-то, мы выложим у себя на сайте и можете как-то... Конечно, да. Я всегда за то, чтобы мы делились. Разделайте. Сейчас скажу. Так, Алексеева, значит, голос, может говорить, я быстро вам. Ладно? Алексеева, пестро, Барбарина сняла с опоры, искала не только на полу, но и на... Вот такие вот я знаю, да. Знаете, у меня булочка не хватает, работает фразировка, много отрывистых, скачущих, хороших. Спасибо. Удачи. До свидания, до новых встреч. Да, вам сама хочется. Ты уже большая. Она маленькая еще. Какая у тебя зрение? Я завтра еще скажу. Голос приятного зрения, хорошего себя. А мы заболела. Прям в день. Да. Вообще до вас добираюсь, если бы вы знали, как мы добираемся. Вы знаете, мы поэтому отсюда и выезжаем. Где-то проводим, потому что мы тупик. Это как всегда хорошо. Мы сюда приехали. Мы из Москвы, но дело в том, что мы на поезд. Нет, на поезд мы не попали, потому что у нас папа забыл свидетельство. Кристинова на втором туре, значит, немножко другое. Да, это вообще не меняется. Еще возраст такой человека, Подружись со мной ВКонтакте. Да, я тебя конкретно отдельно. У нас как бы это в практике, особенно сейчас, когда у нас было это время пандемии, да. Во время пандемии они уехали. Я и смотрела, Я в следующий раз буду. конечно. В следующий раз мы где-то в Москве. Никуда не приедет. Ну, в Рязани, понимаешь, нас опять зовут Красноярск, нас зовут Владивосток, потому что там вообще не оплаченный край, и мы хотим, а живем. Нет, ну я имею в виду, что не обязательно туда лететь. Мы же подчеркнем, в смысле, вот у меня просто меня сейчас вообще не подчеркнется математика. Потому что мы с вами
проводили, поэтому не на это будет перенесли. И вот это хорошо, потому что мы расходимся с рассудком. Мы подряд, и туда готовимся, к нам готовятся, и туда готовимся, да, получается. Поэтому следите на сайте, следите ВКонтакте, Лосовой вешают и так далее. Да? У нас потрясающие вещи, да, насколько щедро делится своими знаниями. Не во всех. Я была в жюри многих конкурсов. Мне это логично. И даже никто не пишет, что более а наши не пишут. Я просто, знаете, понимаю, что они профессионалы, я очень говорю, что они гуляют душой, они контактные, что можно было сказать, потому что уже обслуживаем потом все. Делаешь что, и сейчас Олег Перец готов был приехать, и Вася Соколов. Все знали, конечно, один борец большой. Да? Да. Она когда жюри мы там, чтобы она не волновалась, это у нас второй такой серьезный волновалась. Вот. Поэтому у нас все Сейчас вернулась, все, зацепись до педагога, хорошо тебя ведут. это да. Это не каждому повезет. Говорю, мне вот, к сожалению. И сын мой, кстати, поступил в консерваторию, вроде как и солистического театра. И вот как раз пандемия началась в марте. С сентября он учился, в марте он приезжает, сели дома, и он поет, и а что он так поет? Моя такая. Имели нам со второго курса мы перевелись педагогу, с которым сейчас занимается, например, благодаря ему он сейчас учит. Слушай, чуть деградация пошла какая-то, значит, что-то не так. Давай поищем чуть не надо, вот как я терпела много. Чуть не лишилась жизни. Я прям настолько, знаешь, как учитель профессии. Даже у меня были замечательные фашисты. Я даже не была, я вот так и дала цветы, мне сказали, спасибо, что вы меня вообще не завалили. Поэтому тут человек, чтобы тебе комфортно было, чтобы нигде не болело, ничего не надо. Потому что некоторые выходят, к сожалению, мало сейчас педагогов хороших, которые, хотим сказать, еще и сами не боятся детских. Потому что каждый, тебя своя челюсть, да? Заметьте, а я захожу быстрее. Смотри, ее человек видно жмется. Кто скажет, что на кого родился? Никогда. Хотя, помните, вот вы говорили, приезжал в театр, проводил фестиваль, наш солист такой, что вы теперь летите мне, я говорю, Снегурочку. Он когда течение было, высокое, да, тихо. И он говорит, тоска, безусловно. Когда я выключила, наверное, я говорю низко, слышишь, да? Ой, я высоко, я совсем не всегда говорит, но у меня видите, у меня чувство юмора. Я кому-то задаю приложение такси есть? Нет, а у них же был такая часть. Я вот думала, как удобно девочка. Она еще маленькая, как бы, видите. Знаете, как бы, я рекомендую всегда до последнего. Не надо на есть такая певица Юлия, знаете, она приезжала дома, как нам, с ним певушек спал, и вот у Анатолия, она когда приезжала на Кармен, наша лекция, потому что мне как-то жаль, что у меня Татьяна Дмитриевна, она так очень всех искала. А наша рассказывала, что я понимаешь, легко. Чем легче, не надо его увеличивать, потому что он тогда полетит больше. И у нас еще тянут, Юрий Лужковец. Он тогда в себе 10-70 не надо делать из себя, ты и так уже мец. Да, точно говорю, у тебя тембр такой замечательный. Видишь, у тебя педагог густой. Тебе вот надо не снимать. Ну кто тебя знает, может ты пойдешь хорошо наверх и будешь драться.
сопрано, но ты сама не говорила. Это виза китайская, потом еще Потом, извини меня, вспомни Марию Каллас, которая пела Джину, да, это надо. Нет на Западе, в Европе и так далее. Вот я тоже была на